Друзья, верите ли вы в то, что конструкция, собранная исключительно из вот таких вот легких профилей, болтов и гаек, сможет выдержать вес целого КАМАЗа? Не верите? Я вам это покажу. Мы, честно говоря, не знаем, что сейчас будет происходить. Конструкция абсолютно не шатается, очень крепкая. Это максимальные нагрузки, которые могут быть вообще в принципе. Я надеюсь, наш эксперимент сегодня удастся. Наша компания Nomading впервые сейчас делает такой именно краш-тест. Это максимальные нагрузки, которые могут быть вообще в принципе на территории Кыргызстана, не только. Мы, честно говоря, не знаем, что сейчас будет происходить, поэтому, когда наш эксперимент, наш краш-тест начнется, мы все отойдем отсюда подальше, потому что тут может произойти практически все, что угодно. Каждые сдвоенные бочки, они будут нагружаться на самые верхние узлы. На 3 узлах будут висеть по сдвоенные бочки. Изначально была задача протестировать 20-метровую ширину этой конструкции, но по ходу работы мы ее чуть-чуть увеличили, она стала не 20, а 21. Изначально была идея нагрузить 1 тонной, в процессе работы мы ее решили нагрузить уже 6 тоннами. Для чего делаются такие эксперименты? Потому что в реальной жизни, как правило, расчетные нагрузки расходятся с реальными, так скажем. Мы находимся на объекте, который построила Nomad Engineering. На первый взгляд, эти профили нашего отечественного производства кажутся очень хлипкими, очень тонкими и ненадежными. Но на самом деле вся ее фишка состоит вот именно в этих соединениях, в этих узлах. За счет правильной геометрии, за счет сопротивления металлов мы получаем очень прочную конструкцию. Это можно вот продемонстрировать через вот, я могу залезть и видите, конструкция абсолютно не шатается, конструкция очень крепкая, она может выдерживать колоссальные просто нагрузки. Мы сейчас модуль именно крышу проверяем, соответственно, дальше она уже может использоваться где угодно. То есть она может использоваться в складах, там, с высокими стенами, к примеру, да? птицефабриках, спортзалах там, и так далее. Мы больше работаем не с жилыми домами, а с коммерческими какими-то помещениями. Если есть сейсмопояс, если есть бетонная стена или кирпичная стена с сейсмопоясом, то мы сам модуль крыши только можем добавлять к любой другой стене. Чисто вот эта металлоконструкция наша, состоящая из наших профилей, обошлась клиенту в районе $82. Если говорить уже, скажем, под ключ, куда входит кровля, утепление пенополиуретаном, клиенту она обходится суммарно в районе от $160 до $180 за квадратный метр, если считать по площади пола. Водовоз приехал, здесь сейчас находится 6,5 тонн. У нас емкости на 6 тонн, я думаю, воды нам хватит. Сейчас сначала загрузим пустые бочки, подвесим. Вода из водовоза польется во все эти бочки. Я надеюсь, наш эксперимент сегодня удастся. У нашей конструкции есть еще одна очень классная особенность. Конструкцию, как лего, можно где хочешь собирать и разбирать, и, соответственно, можно вот такие делать вырезы для ворот, для дверей. Также можно делать вырезы для окон, и это все позволяет быть более гибкими в конструировании и в архитектурном планировании вашего помещения. Так, дорогие друзья, вот и завершился наш краш-тест. Мы заполняли равномерно все эти 6 бочек. Суммарно
наш каркас выдержал массу 3 тонны 120 килограммов. Предварительно, что я могу сказать, та нагрузка, которую сейчас она выдержала, это равносильно тому, что на каждый узел была нагрузка 100 килограммов. По сути, получается, что если на каждый узел даже станут люди, то наша конструкция такую массу без проблем выдержит. Если только не будет люди там больше 100 килограммов, да, весить. Мы очень довольны результатами. Для нас это очень ценные знания. Мы теперь все эти факты запишем. Это позволит нам понимать критические массы, которые может выдерживать эта крыша. Будем еще проводить такие же испытания на крышу меньшего размера. То есть сейчас 20 метров — это максимально то, на что мы хотели бы претендовать. Мы сейчас делаем крыши 13-метровые. Мы будем делать испытания на 15-метровые, на 12-метровые. И их тоже посмотрим, их максимальные нагрузки. Дорогие друзья, мы сейчас проводим уже 3-й краш-тест. Первый мы уже записывали, там был пролет 20 метров. Позже мы сделали еще на 16-метровый пролет. И сегодня почти на 12-метровый у нас происходит краш-тест. Сейчас также заполняется 6 бочек водой. Сами бочки весят порядка 60 килограммов. Но сейчас будем смотреть, на каком уровне у нас крыша сломается. Эти данные для нас будут очень ценными, потому что, исходя из этого, мы для себя будем понимать на практике предельные нагрузки, которые могут быть допустимыми для наших крыш. Двадцатиметровая наша крыша выдержала груз массой более 3 тонн 200 килограммов. Это соразмерно распределенной нагрузке более 100 килограммов на квадратный метр. Это отличный результат, учитывая внимание, что по нормативной нагрузке по СНИПам составляют от 30 до 70 килограммов на подобного рода крыши. А 16-метровая крыша показала еще лучший результат. Она выдержала груз массой 3 тонны 700 килограммов. При пересчете на распределенную нагрузку это составило больше 120 килограммов на квадратный метр. Но больше всего нас удивили результаты краш-теста 12-метровой крыши. Она выдержала груз массой больше 5 тонн 100 килограммов. Это соразмерно распределенной нагрузки 235 килограммов на квадратный метр. Это превосходный результат. Также мы проводили краш-тест для модуля горизонтальной крыши. Эта крыша у нас сломалась при нагрузке в 390 килограммов на каждый узел, что является тоже отличным результатом. Друзья, ну а теперь перейдем к самому главному краш-тесту. КАМАЗ массой 9500 килограммов мы поставим на наш дугообразный ангар массой всего 700 килограммов. Все эти краш-тесты были проведены для того, чтобы продемонстрировать прочность наших конструкций. И если вы планируете строить ангары, вы знаете, к кому нужно обращаться.